Здравствуйте! И снова с вами в телеэфире 31 канала журналист Геннадий Бендицкий вместе со своими коллегами Маратом Осиповым и Сапой Микибаевым. Мы поднимаем темы, которые не оставят вас равнодушными. Смотрите и слушайте. Вы имеете право знать. Сегодня мы будем говорить о вещах, на первый взгляд, совершенно не имеющих никаких точек соприкосновения. Но посудите сами, как могут быть связаны, например, череда цветных революций в Киргизии и состояние здоровья казахстанцев? Что общего между урожаем зерновых культур в южных областях Казахстана и высокогорным рудником на западном Тяньшане? Какое влияние может оказывать глобальное потепление и таяние ледников на незнание казахстанскими чиновниками географии? Но ничего, казалось бы, общего. И все-таки общее есть. И имя ему – золото. Благороднейший из всех металлов, мерило человеческого богатства, власти и славы, как это часто бывает, запросто перевесил благополучие региона, одной из стран которого является и наш с вами Казахстан. Но обо всем по порядку. Соседствующая с нами Киргизия не может похвастаться очень уж большими богатствами своих недр. Ее природные запасы с изобилием полезных ископаемых Казахстана ни в какое сравнение не идут. А потому разработку золоторудного месторождения Кумтор на юге Киргизской республики сразу после развала СССР и обретения ею независимости новые власти сделали приоритетным направлением своей экономики. В принципе, о существовании этого месторождения было известно давно, чуть ли не с 20-х годов прошлого столетия. И оно считалось довольно крупным, по своим запасам занимало 7-е место в мире. Но разработка его считалась нецелесообразной из-за сравнительно низкого содержания вкраплений золота в руде, всего чуть больше 4 граммов на тонну. А еще из-за большой высоты над уровнем моря. Месторождение находится в высокогорной зоне ледников. Кроме того, месторождение долго оставляли нетронутым, чтобы не навредить уникальной окружающей природе, невосполнимый ущерб которой неизбежно бы был нанесен в случае его освоения. С этими факторами в Киргизии считались вплоть до 90-х годов прошлого века. Ситуация поменялась с приходом в страну капитализма и появлением новых правил игры. Разрабатывать месторождение была допущена швейцарская компания «Сиабека», которая в свою очередь привела в республику своих партнеров из Канады, компанию «Камеко». Это потом выяснилось, что у обоих компаний не просто партнерские отношения, а еще и одни и те же владельцы, у которых за душой швейцарского было столько же, сколько и канадского, только паспорта. А в действительности это были наши люди, иммигранты из Советского Союза. Они легко находили общий язык с чиновниками новой формации, не особенно обременялись такими понятиями, как мораль, и действовали по принципу «куй железо, пока горячо». Пардон, речь в данном случае шла о золоте. С 96-го года начиная, это цифры, официальные цифры, мы, Кыргызстан, получили из 258 тонн золота, Кыргызстану досталось тонна 400 килограмм. То есть получается даже 1% нет. А хозяева-то земли, этого золота же кыргызстанцы, наша страна. И получаем, значит, согласно всех вот этих вот последующих договоров и так далее, 33% только нам отходит, Кыргызстану. Поэтому мы считаем, что все-таки все соглашения были, значит, подписаны в интересах каких-то определенных людей, в интересах, меркантильных интересах конкретных людей. И поэтому мы должны были просто продавить этот вопрос в парламенте, чтобы вопросы, все соглашения были пересмотрены. Считается, что выстроенные в годы правления президента Аскара Акаева взаимоотношения с иностранной золотодобывающей компанией для Киргизии были кабальными. И это в 2000-х годах стало разменной монетой в борьбе за власть среди различных местных кланов и политических группировок. Делить золотой пирог чуть ли не ежегодно стало чем-то вроде народной забавы. У нас в Казахстане мало кому приходит в голову, что за многочисленными митингами оппозиции, ставшими уже традиционными беспорядками на улицах Бишкека и штурмами Дома правительства, стоит не что иное, как дележ золота Кумтора. При этом самым спокойным и с политической точки зрения стабильным во всей Киргизии является как раз район, где расположено месторождение. Несмотря на всякие там цветные революции, которые уж по счету смены правительства и свержения президентов, здесь на Кумторе все так же размеренно по дороге в горы поднимаются большегрузные тягачи, везущие на рудник нефтепродукты, оборудование и ядовитые, способные отравить все живое, химикаты. Все, что используется при добыче золота.
Все так же планомерно ведется переработка руды, после которой, кроме презренного желтого металла, остается масса вредных компонентов, таких как ртуть, мышьяк, цианиты, различные тяжелые металлы. Их выливают тут же неподалеку, прямо на горные ледники, превращая моренные озера в бомбы замедленного действия. После очередных политических потрясений сюда из столицы приезжают с проверками комиссии. Очередные всенародно выбранные депутаты и члены правительства. Они делают свои многотомные заключения, которые иностранцы обещают принять к сведению и выполнить. Но после таких тусовок ничего не меняется. Нас удивляет то, что всегда вот представители госвласти, да, многие из них, да, почему-то выступают в качестве адвоката. Они всегда защищают не интересы народа, не интересы местного населения, государства, да, а почему-то они всегда защищают интересы канадской компании. Это о чем-то, наверное, говорят, правильно, да? Просто так, такое не бывает. Это во-первых. Во-вторых, климат меняется в худшую сторону. О том, что вот там идет загрязнение рек, в этом районе все знают. Вот поэтому народ имеет основания не верить работам этих комиссий, потому что они всегда вносят такое заключение, что таких больших нарушений нету, есть нарушения технического характера, вы говорите, исправили, все нормально. Каждый раз так заявляет, но ничего такого, таких крупных, больших изменений нету. Все остается без изменений. Вот поэтому народ не верит. Не политическая ситуация в Киргизии, не то, кому там больший кусок золотого пирога достанется при очередном переделе, нас совершенно бы не интересовали. Как говорится, у нас и своих забот хватает. Если бы не одно маленькое такое обстоятельство. Длиной, если смотреть по карте, примерно в 3000 километров, связывающее их золото с нашими желудками. Но для начала, чтобы наглядно понимать, что к чему, давайте вместе с нашими корреспондентами сходим на один из алматинских базаров. Попытаемся приглядеться и прицениться, ну, например, к нашему отечественному доморощенному рису. Баракат лучше. А почему? Я плов люблю, поэтому плов получается вкусный. Покупаете? Да, хороший. Для каши очень даже, да, хороший рис. И по цене, и по качеству? И по цене, вот по цене как раз сама тога устраивает. На плов он, конечно, не годится, а вот каша, гарнир, это хорошо. Ахмаржан, конечно, вкусный, сладкий, но он быстро разваривается. Понимаете? Может быть, она в технологии не та, может быть, вода, в воде больше лежит. А это рис от риса отличается. Поэтому, понимаете, конечно, чтобы наши отечественные производители получали, это хорошо. Но по качеству немного уступает. Баракат. А вот Ахмаржан брали? Акмаржан брала, но, знаете, как-то, может быть, попадала на не свежий или что. Вот у него какой-то или запах, или привкус вот, при варке. Особенно детской каши. Я, в общем, собственно говоря, из-за детей беру кашу, ну вот рис, чтобы кашу варить. И у него какой-то привкус. А в баракате, по крайней мере, такого не бывает. Я беру длиннозерный, чтобы он был после приготовления рассыпчатый. Навряд ли кто-то из тех, кто расхваливал на базаре вкусовые качества нашего отечественного риса, догадывается, какое неимоверное количество вредных для организма человека веществ может содержать этот поистине незаменимый в восточной кухне продукт. А еще мало кто из казахстанских потребителей знает, что экспорт казахстанского риса в основном ограничивается поставками в Россию и в несколько стран так называемого третьего мира. Еще меньше народу задумывается о том, почему это происходит. А ведь все просто. Наш рис не проходит санитарные барьеры, выставленные развитыми странами из-за высокого содержания в нем веществ, совсем не способствующих улучшению здоровья. Виной тому почва, где выращивается культура, и вода, которой она поливается. А в них у нас, оказывается, всевозможной химической дряни хоть отбавляй. Так южные регионы Казахстана орошаются рекой Сырдарья, а в ней, по мнению специалистов, сегодня можно найти чуть ли не всю таблицу Менделеева.